Который час неизвестно. Который час неизвестно. Это туда 40-ня. Может даже больше. У меня вот так вот еду. Руль сверну. Он пытается как хочет. Тут основание. Здесь там ниже. Свернула. Сварка там отечет. Мучился, конечно. Вот он придумал. Вот так вот сделал. Палки воткнул. И как вожжами. На руль примотал веревку. Когда поворота не хватает, руками за эти веревки тяну, помогаю. Вот так вот. Где на 35-м полез за волками там. Ну, видать, давно уже с трещиной была. Ударился об пень. И все. И без руля остался. Только сварка. Больше ничего не сделать. Может, кому пригодится. По речке-то ехать. Хорошо? С лесу вылазить. Заколебался. Там с лесу, короче, тяжко было вылазить. Сколько-то рулю, а потом, если что, тяну за веревку. Надо было мне тут длинную палку привязать к рулю. И за нее эти веревки цеплять. Если сварку не найду, так сделаю. Все равно выезжать-то надо. 100 с лишним километров все ехать. А тут-то уже доехал до где-то. Я еще жаловался. Чуть-чуть плохо-то вот, налить же еще. Отбить надо будет, а? Прежде чем гараж загонять. Такие пироги. Но мы доехали. Тут сколько? Ну, десяток осталось. Это-то мы доедем. Который час, хрен его знает. Но перед темнотой только такое у меня случилось. Пару раз проваливался. Выскакивал. Ничего. Доедем. Голову. Поработать головой пришлось. Так вот зацепил. Так вот. Году дергал, главное. В уши. Так, ну ладно. Вот 6 волков. Шестерка. Это 5 вместе ходят, да? А один чуть стороной зашел. Там, где они вот на лед спустились, там ельники петли воткнул. Маленько пройтись пришлось. Подходящее место нашел, воткнул. Это прошлогодняя шестерка. В прошлом году у меня со снегоходом проблемы были. Гусеницы рваные были. Он новые гуськи поставил, да поехал. Трещит, дымит, хрипит, наедет. Петлю там воткнул. Вот там вот, где большой камень,
черный. Там у меня пахучка стоит. И чуть ближе, на мочевой точке, тоже как здесь. Мочевая точка была на открыта. Везде же наледь. Да, что-то нынче год такое, наледями весь. Вон там по траве даже ехать, это как опасно. Там вода может лежать. Тут-то вот мерзла, подмерзла, по ней едет. И вот на такой вот мочеточке тоже капкан поставлен. Но там, видишь, подходов ничего нет. Вот так вот. С любой стороны может подойти. На этом схитрил. Километров 1,5 отсюда. Двойка была и одиночка. Два волка парочка вместе бегали. И одиночка была. И это вот ихние говно привез. Ну, какашки эти мерзлые. Привез, там подбросил им. Заинтересуются, топтаться будут. Это прошлогодняя шестерка, которые вот этого волка-одиночку задавили. Шестерка каннибалов. Они, видать, нынче жируют тут хорошо. Хорошо жируют. Кости больно не грызут. Шкурой больно не питают. Мясное питание. Жируют, Ничего, я уже сколько? 4 капкана. На устье там один, На устье один. 4 капкана и по Амге 4 капкана. Километров 1,5. Но та сторона-то до деда доехал нормально. Там речки ж маленько заметено было, торосы. Но ничего. А здесь приходится пробивать дорогу. Так просто не сунешься. Они отцеплют. Сколько там пробил. А вот до сюда я уже 2 дня назад дорогу пробил. И вот уже местами вода. Веревки как развязывать. Ну, развяжем. Как по Долтулаху едем. Или как по Тарканде. Там постоянно такая херня. Если не по Долтулаху вода, то по Тарканде. По воде едешь. Ладно, идем дальше. Так тоже первый час пошел. Время идет. Следы-то здоровенные, блин. Заматерили. Каннибалы. Вот тут они отдыхали на маре. Вот пришли. Там на льду, как говорится, какали, короче, да? Они там где-то плотно поели. Плотно поели. И вот получается, вот Лёшка. Там кровь. Это они, ну когда едят теплое мясо, кровь уже покрывается. А вон там еще более, еще лучше видно. Вот. Кровь красная. Весь крови измазанные пришли. И полежали, отдохнули. Вот, Лёшка. Раз Лёшка, 2, вон там 3. Вот 4, 5. И там чуть дальше 6. Вот, в траве. 6 их тут поели. Значит, вот где вот петлю поставил, там надо искать. Задранка их, где они там задавили. Вороны что-то не летают. Маленько посижу, посмотрю, может выдаст. Они вот через этот тельник выскочили.
Вот до туда проехать, да петлю поставить, что ли. Посмотрим, сейчас заеду. Там вот, оттуда вышли. Так-то там густо. Кусты. Мелкая это. Посмотрю сейчас. Но самая трудная часть дороги. Надо будет селяк этот пробить. Километров 10. И чуть больше, наверное. 3-то проехал, наверное. Может, и все 5. Вот этот селик пробить, короче. Весь в снегу. Это не по речке, по накатанной. Вот раз. Сколько я пробил, это получается, ну, почти под 50 пробил. А? Под 50 пробил. Сейчас что вот десяток с лишним осталось. И уже Санькина дорога пройдет. Дорога моего Утигенас, дорога. Вон на избушке переночую, да. Еще 50, да? Ну, 40 с лишним, под 50. Перейти надо. Бензину должно хватить. До Санькиной избушки должно хватить. Тут-то на подъем-то, наверное, на пониженных идти надо. Сейчас двигатель заварю. Заклинить еще, дай бог. Ну, тут-то уже избушки близко. Тут километров 10 избушка, потом 15 избушка. Что? Не критично. Но пешком бегать бы не хотелось. И так 2 дня потерял, получается. Пока избу ремонтировал. Но заварил, то будет здорово. Коля заварил мне его хорошо. Переницкий. И до этого еще день, этот топливо, привод. Весь перебрал. Такой мороз, говорит. С нечищенным баком нельзя ездить. Дедушка настоял. Почисти, говорит, держи. Чистил. Работает очень хорошо. А так чего-то не хватало, ехал карбюратор. Двигатель сильно грелся. Сейчас работает хорошо. Ладно. Остыло, наверное. Перейти надо дальше. Уже до темноты. Час. 1,5 только осталось. А мне еще почти 30, да? Ну, 25 проехать надо. Ладно. Ага. Печку разжег. Веревки. Вся веревка. Это палатка. Это накрывать. Теперь вся во льду. Если их пускай оттаивают. Надымило, конечно. Но ничего, это печка-то добрая печка. Прогреет махан. А мне надо еще сколько-то километров протоптать. Перевал бы этот протоптать. Сейчас посмотрю, уйду по-любому. Обратку с фарой-то проеду. Как раз к тому времени избушка прогреется. Что тут сидеть, да? Ждать. Так и сделаю, наверное. Перед темнотой через перевал проскочу. Протоптать этот перевал надо хорошо. Километров 11. Наверное, отсюда 15 будет. Бензинчик удалил. Хватит. Должно хватить.